Ебаная Тома, пизда тупая. Так. Так. Окей. А? Во что? Он вроде бы автоматически сохраняется, мне кажется. Нет? А, нет. Ну, здрасте. Ну да. Придется заново. Да за что? А мы как раз из отпуска приехали. Не устал дома сидеть? Да, я помню, да. Мы на пляж ходили. Ну, уж больно жарко вчера было. Раньше уехали. Да, готовим ее в школу. Не хочет, а что делать? Ладно, я к тебе зайду сегодня ближе к ночи. Да-да, давай. Пока. Привет, соседи, давно не виделись, как жизнь? Все по-старому.
Слушай, а почему зашел-то? Немного беспокоюсь за тебя. Намечается что-то нехорошее. Мне звонила двоюродная сестра, по их новостям говорят, что солнце происходит что-то странное. И про людей, лезущих из земли, их почему-то называют гостями. Жуть какая-то, надеюсь, все это неправда. А что с солнцем? Оно то ли взрывается, то ли вспышки на нем. Известно одно, с ним что-то не так. Ты ведь заметил, что это лето самое жаркое? Похоже, нам надо готовиться к худшему. Сестра сказала, что оставаться дома одному опасно. Поэтому я пришел, чтобы у тебя точно не угробили. Да, я могу за себя постоять. Знаю, но мне кажется, сейчас оставаться одиноко кем гораздо опаснее, чем ты думаешь. Давай побуду с тобой одну ночь на всякий случай. Мне так будет спокойнее. Насчет моей жены и дочери не переживай. Ко мне как раз на днях приехал хороший друг. Он присмотрит за моей семьей. Ладно, давай тогда с утра продолжим разговор. Я буду ждать тебя на кухне. Увидимся утром. Окей. Надо будет чайный гриб выпить. Или нет. Срочные новости. Солнце произошел мощный выброс. Так, это мы проходили. Так. Алло, диспетчер службы спасения, чем вам помочь? Люди, они горят. Опишите, что вы видите. Пожар? Нет, это солнце. Они сгорают на солнце. Здравствуйте. Привет, Александр. Здорово. Не выходите из дома до того, как стемнеет. Нет. Ночью ходит он, тощий и бледный. Это не человек. Так, надо будет сохраниться. Приятной игры вам. О, спасибо. Спасибо. Приятного просмотра. Да и в общем, вечера. Так, проклятие. Все-таки это правда. Ладно. Первый раз играете. Вчера играли. Спасибо. Вчера играли. Но я чайный гриб не выпил, поэтому не сохранился. Что-то я забыл. Короче, сегодня второй день только. Ладно, тогда все, что я говорил, имеет смысл. Не выходи на улицу днем, и тебе придется пускать к себе других людей. Пускать людей? Да, я знаю, ты сторонишься компании, но так надо. Двоюродная сестра толком не сказала, почему именно нельзя оставаться одному. Но вот что она упомянула. Если кто-то будет спрашивать, один ли ты, отрицай это и говори, что в доме есть кто-то еще. Какой толк от лишних людей? Возможно, они что-нибудь принесут с собой и расскажут чего интересного. Не забывай проверять их на признаки гостя. Из-за жары у тебя будет мало сил днем. Поэтому внимательно выбирай, у кого хочешь проверить признаки. Проверки сильно утомляют. Тебе ведь надо внимательно всматриваться. А насчет разговоров не беспокойся. Они не будут тратить силу, так что говори сколько хочешь. И лучше смотри в окна. Телек. Это, конечно, хорошо, но не помешает знать, что происходит вокруг. Надеюсь, вы знаете, если вам задали вопрос /1/, что надо отвечать нет. Ну да, это понятно. Только не спойлери ничего. Таких я сразу баню. И что дальше? Боюсь, все, что мы можем, это пытаться выжить. И надеяться, что этот кошмар скоро закончится. Думаю, правительство поможет нам как-нибудь. Может, отведет всех в убежище или вроде того. Если что, держись рядом с моей семьей. Ну, у меня все. Чуть не забыл. В следующей ночью уйду обратно домой. Запиши мой номер, чтобы позвонить. Нам как раз линию недавно провели. Тогда будем поддерживать связь по телефону. Что ж, на этом точно все. Выпей пиво и ложись спать. Бобер черный. Хоть что-то хорошее осталось в этом мире. Вкусное холодное пиво. Кайф.
бобер. Это черный бобер, черный. А вы до какого гостя дошли? Я уснул на том моменте, когда ко мне какой-то хер стучался, выглядел как какой-то сектант или типа того. Ну, ничего не спойлери, я сразу предупреждаю. Ну где-то так. По-моему, день 3-4 был. Привет. Мой папа у вас, вы позовете его? Нам было не страшно, но сейчас страшно. Много людей повыходило ночью гулять. Это ближе к концу. Как зовут твою папу? Вы забыли его имя? Вы проверяете, не гость ли я? Вы хитрый. Я тоже буду людей проверять теперь. Спокойно дошла сюда? Боишься гостей? Не знаю. Все боятся. Мне тоже страшно. Я их не видел, ни одного из них. Они страшные. Больно бьют. Если меня мой друг из школы ударил больно, он тоже гость? Папа сказал, будь осторожны. Я очень осторожна. Очень тихонько сюда пришла. Никто меня не видел. Хорошо проведите время. Спасибо вам тоже. Мы уже пойдем, а то мне страшно одной ночью. Мы будем играть в игру, и он взял мне какую-то... Там надо кубики бросать. И потом ходить по предметам. Ну, по креслу, там, дивану. Ну, строить дорогу. Короче, потом покажу. Давай. Давай. Так. К вам можно? Я укрывался в пабе, но меня просто выгнали. За что? Ну, не каждый выдерживает мой темперамент. Но я не обижаю никого, не подумай. Просто тошно иногда, сам понимаешь. Что думаешь, пустишь? Ты ж не гость? Думаешь, я один из этих чудовищ? Нет, не гость, но спрашивать каждого лицо в этом ебаный бред. Впрочем, теперь по-другому не будет. Почему тебя выперли из прошлого убежища? Думал сначала тебе что-нибудь обидное сказать, но передумал. Я уже говорил, неудобно людям со мной там было. Сидели черт знает кто. Так подумать, может и хорошо, что выперли. Эти живьем бы сажали, не заметил бы. Проходи. Спасибо. Доверие к людям сейчас мне больше монеты. Он нормальный человек. Так, я тебя понял. Так. Ага. Так, окей. Блин. Здравствуйте. Извините, что так поздно. Днем как-то жарко. По телевизору говорили, что лучше не выходить при солнце. Не найдется ли у вас местечко для меня? Как здесь оказалось? Я не то, что хотел приходить, но да, асфальт уже плавится под ногами. Но пока не так уж и плохо. Вы будете смеяться, но у меня дома поселились гости. Представляете, они меня выгнали из моего же дома. Вот хожу теперь, ищу, где бы спрятаться от солнца. Что будешь делать теперь? Постараюсь как-то выжить. Страшно, конечно, когда вокруг какие-то гости. Солнце адски печет. Очень хочется пожить. А разве вам не страшно? Скажите, все вокруг... все скоро кончится, пожалуйста. Где лучше уйти? Да. В любом случае, спасибо, вы услышали меня. И ладно, видимо, я пойду дальше тогда. Пока. О, привет, человек. Как же нам повезло. Мы застали своими глазами наказание людских страстей. Пророк Санбой пришел. Земля очистится, солнце сделает свою работу. И мы пойдем в новый чистый мир. Вот такая, бля, благодать. Ты меня пугаешь? С ума, что ли, сошел? А ну послушай, сейчас я тебе кратко сводочку расскажу. Солнце горит и печет нас. Не просто так, а оно из нас выпекает грехи. Мы все натворили всяких дел, и вот теперь солнце злится, дает нам, по нам свой удар. И это хорошо, все грехи закончатся, будем жить как следует. А с тобой что будет?
То есть мы должны умереть? А с тобой что будет? Да, я тут при чем? Мы все будем хорошо жить сразу после помощи Солнца. Солнце поможет просто нам избавиться всего от этого, вот, понимаешь, нет? Все, да, все ты понимаешь, поэтому ты и живой. Ну, проходи, пророк. Санбой. Хотя, мне казалось, он был гостем в первый день. А вдруг рандомит? Ну ладно, давай попробуем. О, я тебе еще такое расскажу. У тебя пиво-то есть, забыл спросить. А? Да, ну папа посмотрит, а вдруг он на сей раз будет нормальным человеком. Проверим. А то куда-то в комнату ушел. Да. Ванна, скорее всего. Добрый день, в эфире новости. Привет. Активность Солнца. Макс Трони, здорово. Привет, рад видеть. Приятного просмотра. Уровень преступности значительно вырос. По последним данным, число убийств за последнюю ночь превысило среднесуточные показатели. Эксперты полагают, что это связано с появлением гостей и ростом тревоги в обществе. Теперь переходим к... минутку. В нашу студию только что поступило срочное сообщение о контактах с гостями. Очевидцы описывают их как существ, имитирующих внешний облик и поведение человека. Просим вас избегать контактов с гостями. Из одного случая удалось выявить признак этих существ. Это идеально белые зубы. Показательным случаем можно считать произошедшее одним из очевидцев. Он наткнулся на бездомного с идеально белыми зубами, который оказался гостем. На этом все. Сохраняйте спокойствие, не покидайте дома в дневное время. И далее прогноз погоды, но сперва реклама. Топ-топ-топ, сейчас вы ходите за продуктами так, да? Теперь будете ходить так. Алло, хочу заказать еду. Доставка продуктов Forest. Звоните по номеру 185358. И еда придет к вам уже следующим вечером. Вкусный отдых у вас дома, Forest. Добрый день, в эфире прогноз погоды. В вашем регионе наступает жара, пробившая прежний рекорд среднесуточной температуры. Как сообщают метеорологи, температура будет только расти. Кроме того, с повышением активности Солнца днем ожидается усиление ультрафиолетового излучения. Для вашей же безопасности просим воздержаться от загара. Из-за высоких температур вы можете получить солнечный удар. Точно неизвестно, как пребывание под солнцем может отразиться на здоровье человека. Но во избежание ожогов в третьей степени не выходите на улицу. Солнцезащитный крем, к сожалению, тут не поможет. На этом все. Ну, приятной тебе игры тогда. Это прикольная игрушка. Интересная концепция у нее. А? Это... Как Васек, да? Сейчас в эфире наша новая передача. Да, я человек. Цель проста. Вы присылаете ваши фотографии, а мы смотрим, как же, кто же вы на самом деле. За сегодня на 4 концовки. Присылайте на нашу почту. Концовки у меня в кармане. Human Verification Agency свои фотографии. И узнайте, кто вы. Но, пожалуйста, не шлите ничего, кроме глаз и зубов и ногтей, ничего другого мы не принимаем. Окей. Так, сделал скриншот себе. Улджи, здорово, здорово, здорово. Привет. Так. Я тут сайт заскриншотил. Что играешь? Я не человек, называется. No, I'm not a human. Так. Здорово, сколько банок вчера было уничтожено?
О, много. И в итоге у меня игра не сохранилась. Привет, Мергон. Я тупо вообще вырубился на час или сколько там, на полтора. Но ураганный геймплей, конечно, игры меня сморил. И выпитые банки пива. Привет. Ты якудзя? Да, из Якутска. Привет, мандрагорочка. Так, сейчас. А почему у тебя мало зрителей? Ну, Опять бухал, что ли? потому что Да, я я смотрел категорию, надо бездна. было поменять перед сном на I'm just sleeping. Да-да-да. Почему мало зрителей? Да потому что я неинтересный. Да. Вот так все просто. Сейчас будет Привет, Дима. много. Здорово. Накрутим ботов малышу. Да пошел ты нахуй, блядь, не накручивай. Можете сразу забанить. Так, human Захана знаешь? verification. Чей ты материшься при ребенке? Узкоглазая дура. Бля, как он обиделся. Пошел нахуй. Нахуй иди. Так. Почему мне не видно сообщения других? Но ты их слышишь? Это главное. Так. Agency. О. Нет. Ку. Сколько тебе? Сколько мне? Ну давай мне Зохин недавно 10 тоже тысяч. алкострим делал и такой треш был. Да? Бухать под такую игру такое себе уснешь нафиг. Да, ну так и случилось, Дима. Вчера я там... Меня сморило вообще жестко. Ты казах? Нет, я саха, я из Якутска. Кек? Я вообще жестко вырубился вчера. Храпел вообще. Такого храпа дал вообще ебануться. Вот так. Вот так вот валялся. Вот так вот и валялся. Один в один буквально. Есть, ну, я буквально сейчас показал вчерашний стрим. Е-мое, чат с озвучкой. Впервые такое вижу. Ты не видишь, ты слышишь. Впервые Тебе такое норм слышу. по 9 часов стримит. Ну, Я нормально, видел, да? как спят на стриме. Сам ни разу так не делал. Автоматом вырубаю все. Ну, это хорошая, да, черта. Так и надо Я делать. в форфест иду заказываю. Слушай, ну, нет такого сайта. Жалко, зайти не могу. Или надо... Для кота. Или надо на почту отправить. О, погодите-ка. Давайте на почту отправим. На проверку. Гость убивал тебя или пока нет, или не помнишь. Не, меня не убивали еще пока. Тан-да, тан-тан-да, тан-дан, тан-дан, та-да-да, тан-да. А-а-а. О, зырьте. Отправляю. Хе-хе. Ну, правильно вроде сайт. Yes, I am. Yes, I am. Human verification agency. Да, все правильно. Let's go. Так. Тин-ди, тин.
Так. Да, ты что-то хотел. Так, а за что тебя выгнали с паба? Да потому что все посходили с ума, но Какой череды день? катастроф. А я все утро серию артов времен 2010 ищу и не нашел. Хм. А я в Форфест иду заказываю для кота. Прикольно. Взрыв солнца, приход гостей, экономический кризис и прочее, прочее. Они все ёбнулись. Кто на фоне стресса, кто-то от алкоголя. Но у меня фляга засвистела от злости. Я поднялся на стол и кричу им что-то вроде Три «Заебали нейросетки винить, подсказала, как все они вокруг, все называются, давайте и людьми все три оставаться». сказали, что не могут их найти в инете, я охерею. Арты 2010 года не можешь найти даже с помощью нейросетей? Интересно. А ты таких, наверное, и не найдешь. Ну, хотя... По авторам, наверное, как-то надо. А, знаешь, как попробуй? Суть круг. Попробуй судить круг. Типа 0,9.2. Их вычистили, потому что злые, но я не думал, что реально чудо в инете пропасть может. Думаешь, вычистили? Да попробуй поискать. Я говорю 0,9 2010. Типа там, например, дату какую-то определенную. И найти типа нажать. А вдруг найдется. Слезы в пене помехой не будут. Хмель и сот Я соленым часа 3 вкуснее. уже ищу всеми способами. Ага. Да кому это только надо? Что ты хочешь найти? Ну-ка давай. Я попробую. Немного. Не буду долго. А, нет такого адреса. Нету сайта, точнее адреса Творчество ESM Human Тревиса Чирилла Verification Тревер Agency. Трэвис Чайреллоу и его культовую серию артов The Myths, также известную как Мид или Мидбой. Вот так, да? Ну давай. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Там жесткая чернуха будет, если найдешь. Сразу узнаешь. Окей. Ну я вижу этого чела, он стоит, что-то там полуголый с пивком. Крачени пропали из инета ахах. А может они были слишком провокационными? Ну типа. Слишком ебанутые. Как думаешь? Никогда такого не видел. Интересно. Ну да, они такие и были. Слушай, тебе надо создать ветку сообщений в этом, знаешь где? Ну пропасть из инета Риля. Ну, в Reddit набери, типа, запрос. Мне кажется, тебе помогут. Татошка. Чуть не единственная игрушка моего детства. Кроме, конечно, палок, Я которые уже мне думал бить об этом. траву. Я Давай. снова пришел. Давай, ебашь. Делай. Делай, грязь. Делай. Где там
Пророк Санбой. Видимо, твоим словам, человек, говори. Ты представитель какой-то веры? Да, человек, но вера моя не похожа на привычные религии. Я поклоняюсь самому Солнцеликому, ибо он защищает нас. Но глупые люди видят в нем лишь плохое, и им кажется, что он сжигает нас всех. Чушь собачья, гнев его направлен на раски зла, и еретиков грешны они потому что. А те, кто думают иначе, пусть лучше не попадают под горячую праведную руку. Сами на рожон лезут и удивляются, чего сгорают. Еретики? Да, человек, ты не ослышался? КЧС проклятые еретики. По ближайшим темам, если бы они были, они б там в топе были, но там ни хера. Понял. Вославь солнце. Вославь солнце. Вот так вот. Да, солнечный рыцарь этот. Они суют свой нос куда не следует. Бля, будь проклята те уебаны, что пизданули мою мать в лужу. Не-не-не-не. Осуждаю. Не надо тебе проверить. Что ты хочешь проверить? Зубы. Мои зубы тебе показать. Я им правда отстаивал, все правда свои отстоял. Да ты сам посмотри, что тут в самом деле. Бля, белющие. Я спасаю зуб пивным раствором. Он хорошо охраняет кальций. Ай, конечно. Все. Первого. Лимузинки вроде проверять надо. Да не, зубы-то видно же. Что ты хочешь проверить зубы? Ну посмотри, на них еще осталось привкус несчастья и дыма. Вот это да, зубы здорового человека. А не то, что белые, блин. Вот это ровный парень. Длинный мужик всегда чел. Всегда чел. Понятно. So sad. Звоним So sad. Те бабки не приходили к 100. А я не проверял. Уже 4 число, кстати. О, пришли. Мне пока нет. А, мне пришли. Нормально. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Вчера. Да не, ну я вчера не проверял, я только что ну, буквально сейчас посмотрел. И оказывается, пришли. Тэн-да, тэн-тэн-да, тэн-тэн-тэн. Ну а пришли вчера. Да, откуда я знаю? Я не знаю. И важно ли это вообще? Так. Посмотри, лол. Сейчас, погоди. Так, 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 так. Ты-да. Тын, 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 тын. Тын, тын, тын. Та-ра. А-а-а-а-а.
А я не знаю, как посмотреть. Ну, то есть... Ну как там с деньгами? Да, с деньгами все хорошо. Ладно, я думаю, этим потом займем. Я хотел уже вот прямо сейчас, типа, вывести бабки, но ладно, потом. Пускай лежат. Пускай валяются. Так. Так, если нет, то лучше с этим не тяни. У тебя вопросы есть? Ты тоже пускаешь себе людей? Да, приходится. Моей дочке это очень Да не просто нравится. интересно, На что вчера поделать пятница по-другому была, никак. мне четверь до понедельника ждать. Да, нет, блять, это же не государственное учреждение, камон. Они, я думаю, в любой момент могут скинуть. Хоть завтра, хоть сегодня. Мне даже кажется, что это сегодня мне сдали. Она все просит, чтобы я с ней выходил погулять на улицу. Так можно отдохнуть от незнакомцев. Но раз днем выйдешь, вот и придется гулять ночью. Я и спрашивал потому, вчера пришли или нет. Да я тебя понял, господи. Что ты одно и то же мусолишь? Я не знаю, как проверить это. Если бы я знал, то я бы сказал. Зачем мне темнить? Ук. У тебя есть вопросы? А сколько признаков надо, чтобы найти гостя? Если бы я знал. К сожалению, неизвестно, сколько признаков надо, чтобы определить гостя. Блин, она по телефону говорит. А как я? Если бы я знал, сколько нужно для определения гостя. Или... К сожалению, неизвестно, сколько признаков надо, чтобы определить гостя. Я думаю, лучше не торопиться с выводами, если найдешь хотя бы один признак у человека. Быть может, так совпало, но ходил к стоматологу перед катаклизмом. У тебя есть вопросы? Как ты решил проблему с едой? Мне в этом плане повезло. Я запасся ей заранее, как я понял, ты тоже. Но если вдруг ты захочешь к себе что-нибудь особенное, есть служба доставки еды Forest. Я не помню их номер, но ты можешь Ты увидеть типа его по в рекламе телефону по телеку или разговариваешь? радио. Да. У тебя есть вопросы? Да, не, все, пока. Береги себя. Так, давайте. Forest. Здравствуйте, за компанию доставки еды Forest. Что бы хотели заказать? Давай-ка 2 банки нержеки. Пожалуйста. Хорошо, заказ принят. Ожидайте, что курьеры следующей ночью. Класс. Посмотрим. За окном стоит сосед и его дочка. Они весело играют, пытаясь забыть о происходящем ужасе хотя бы на миг. Иду, погоди, блин. На земле лежат тела подростков. Кто-то убил их. Кажется, совсем недавно, ведь кровь еще не успела засохнуть. На тропе стоит бледный, как сама смерть, человек. На его коже странные складки. Кажется, эта кожа ему не по размеру. Отсюда не видно его глаз, но чувствуется, как он сверлит вас своим взглядом. Ощущайте страх и мольте Бога, чтобы жуткий гость обошел дом стороной. Скучно. Да. О, Варламов пришел, который «Человейники!» орал. Здравствуйте, доставка еды Forest. Не ожидал, что курьеры все еще работают. А я не ожидал, что люди не запаслись продуктами на конец света. Апокалипсис. А обед по расписанию. Ну, к тому же, за доставки сейчас очень хорошо платят. Риск-то большой, как ни крути. Правда, долбанное солнце, из-за него нас перевели на ночные смены. А теперь люди заказывают по 20 литров воды. Эх, если бы надбавку или хотя бы чаевые оставляли за такой тяжелый груз. Ладно, извините, что отвлекся.
Возьмите заказ. Ваш заказ Энерджека 2. Хорошего дня, то есть ночи. Извините, еще не привык. Ладно. Воу, это че? Это монгол? Бля, как его звали этого мудака? Татар-монгол или монгол? Просто как Саня монгол, я хуй знаю. Вы уже двери, да? Я услышу шаги. Можно ли у вас оставаться переночевать? Еще с лицом. А? Черный, да? Глаза черные, да? Да не знаю, странный. Почему кому-то можно заказать 20 литров воды, а тебе нельзя заказать 20 литров энержейки? Да. Блин, несправедливо. Ты чё такой радостный? Злоб повсюду и так хватает. Сейчас очень непростые времена, но надо не забывать, что есть много вещей, ради которых стоит бороться. Будущее поколение искусства и жизни в целом. Надо стараться думать, что все будет хорошо. Тогда станет немного проще. Ты готов врать людям? Почему врать? А шо с ебалом? Все не увлечены своими проблемами, это понятно. Но если бы напомнить людям, что когда-то они были счастливы, когда-то у них цель была не выжить, а сделать что-то приятное для всех. Понимаешь, о чем я? Сейчас слишком горько жить стало. Ну, ради интереса пущу его. Проходи. Надеюсь, ты тоже вспомнишь, как был счастлив. Может, мысль о смерти оставит. Это или начало бестрендинга я раскрыл авторов. Он 50 на 50. О, нифига себе, двое. Вот так уже лучше. Ой, здравствуйте, мы с женой ищем безопасную местечко. Выход в смерти. Вы не будете против, если мы у вас посидим или... Ну, если не в тягость, конечно. Начало. Ну, слушай, нормальные такие. Выход смерти, начало. Мой дом похож на безопасное место. Честно говоря, ваш дом больше остальных похож на убежище. Не знаю, не могу мне это объяснить, ну... Большой дом на отшибе, соседи на расстоянии, шансы Здорово. это придет Как на жизнь? какой-нибудь уродец малый. А твоя жена может за себя говорить? Да, конечно, зайчик, скажи что-нибудь. Она все уже очень устала, извините. Ну, вы можете поговорить с нами в другой день, если мы увидимся, конечно. Да, дорогая моя? Извини, не буду мучить тебя. Это странно, конечно, что жена не разговаривает. Блин, такая колоритная пара. Блин, это буквально... О, привет, глупство, здорово. Как жить? Да хорошо, хорошо. Как твоя жизнь? Вот играем в игру. Балдеем. Смотрите. Это буквально я и моя жена, вот, практически. Поэтому я их пущу. О, спасибо. Че ты ногами не шевелишь? Пойдем, нас уже впустили. Такая робкая, ничего сейчас не доходит. Ну, я-то, конечно, к ней не отношусь. О, здравствуй. Так. Сразу скажу, что мне жар не страшен, но я все равно ищу спокойное место. Смогу я тебя найти Пускай всех, покой? потом разберешься. Ты кто? Это больше не важно. Ты же спрашиваешь, не гость ли я? Не, я не гость, но кое о чем я бы попросил тебя попозже. Пока не уверен. Тебе не страшен жар? Мне всегда холодно. Пока не сгорает на улице, я укутаюсь в куртки, мне все еще холодно. Мне страшно снять одежду. Это всегда гость. А что если я но получу помню еще очистка. больше страданий? Я не смогу умереть от этого. Это всегда гость, но у нее ачивка. Блин, чел, ну не... Не спойлери. Не спойлери, братуха, не спойлери. Извините.
Ладно, Сейчас вот посмотрим, обидно что было. там будет. Низковато у вас немного. А мне подойдет. Низковато, блядь. Она что, метр 3? Бля, по сути, ко мне карлица 150 зашла. И говорит о низких потолках. Охреневшие. Не, ну хотя на самом деле, конечно, потолки низковаты. Будь здоров. Пахнет смертью, кого-то убить. Блять. Добрый день, в эфире новости. Нормальный дом. Аномальная жара продолжает усиливаться, а нашествия гостей не прекращаются. Для решения возникшей ситуации правительство организовало специальную службу. Комитет по чрезвычайным ситуациям запрещенных КЧС. И сотрудникам можно узнать по желтым костюмам химической защиты противогазом. Несмотря на недавнее начало работы, комитет уже выявил новые признаки гостей. Грязь под ногтями. На данный момент специалист в этот признак помогает выявить гостей, которые вылезают из земли. На этом все. Сохранить спокойствие и не покидать дома в дневное время. Далее репортаж для бледного маньяка. Про бледного маньяка. Для бледного маньяка отдельный репортаж. Но сперва реклама. Йоу, смятение, страх и горе, йоу. И вместе виной гости. И всему виной гости. В час нужды, когда слезы пролиты реки. На помощь придут они. Сотрудники КЧС, йоу. Отважные герои из комитета по чрезвычайным ситуациям защитят нас от нашествия гостей, бро. Уже сегодня комитет выявил 27 тысяч опасных существ. Помните, вы можете помочь комитету, сообщая о подозрительном поведении окружающих. Для этого используйте приглашение посещения КЧС. Если у вас возникнут сомнения, не гость ли вы, звоните по горячей линии 0000-451. Помогай КЧС, йоу, вы помогаете в борьбе с гостями, йоу. На улицах города появился бледный маньяк. Из показаний очевидцев удалось выяснить, что его жертв объединяет одно. Все были одинокими людьми. При этом, прежде чем совершить убийство, маньяк общается с жертвой, после чего он нападает. Из показаний очевидцев удалось составить фоторобот подозреваемого. Это высокий бледный мужчина среднего возраста с черными волосами, на нем так штаны, выше пояса одежды нет, худощавое телосложение. Некоторые сообщают, что на его тело надета кожа другого человека. Подтверждения этой информации нет. Если вы увидите это лицо, не открывайте ему дверь, не говорите, что вы... И говорите, что вы не один дома. На этом все. Вот так вот. Что бы ты делал, если бы такая херня реально началась? Ну, я бы охуел, это точно. Сука. Ах ты пизда, ты убила длинного чела, серьезно? Блять, и вот нахуя я ее впустил? Я же знал, что она гость. И ты будешь в доме в куртке? Это вот все из-за тебя, блядь. Послушался нахуй дурака, блядь. Теперь и я дурак, получается. Да, меня пугает одна мысль. Что произойдет, если я сниму одежду? Я даже жару на улице не могу согреться. Но если снять куртку, умру ли я от переохлаждения? Или, что еще мучительнее, не умру, но станет холоднее, чем сейчас? И ты не потеешь под курткой? И ты не моешься, получается. Проигнорирует вопрос, извини. Зубы. Ага. Я кусаю губы до крови, чтобы почувствовать тепло собственной крови. Хоть какой-то напоминает, что я жива. Но, похоже, скоро напоминать об этом будет незачем. Знаешь? Ага. Нахуй пошла. Пиздец. Но я даже не знаю, что бы я делал вообще, правда.
Это слишком жесткая ситуация. Все обязательно наладится. Все еще чувствуешь себя радостно? Не совсем радостно, но и отчаяния тоже не чувствую. Мы остались людьми, не озверели. Мы не устраиваем себе ад, сами себе ад. И когда все закончится, думаю, мы сможем простить друг друга за разные ошибки. Пока остается сострадание, остается человечность. Ты согласен? Так, давай руки твои проверим. Чистые. Все, что осталось после потери. Пока нормально. Блин, я вот этих чувачков. Зайчик, ну ты чё киснешь-то? Почему оказались на улице? Да мы вот хотели проведать мать моей дорогой жены. Я вовремя понял, что мы не успеем до нее добраться сами. И вот нашел ваш дом. Спасибо еще раз, что приютили. Не надо тебя проверить. Ой, да конечно. Не трогайте мою дорогую, она очень устала. Зубы. Чтобы защитить тебя близких, иногда приходится вгрызаться в жизнь зубами, да? Ну, слушай, он нормально. Может, его жена гость, блин. Зубы у нее очень ровно какие есть. Из-за них дома надо мной смеялись в школе. Но где обидчик теперь? Наверняка подыхает где-нибудь в переулке от рук таких же уродов, как они сами. Ну, нормально, нормально. Вполне нормально. Так. Ну... Дай-ка его зубы проверим. Бля. Белый пиздец. Слушай, а может быть, он просто руки помыл? Ну это же просто. Интересно, зубы много, как человеки говорят. С оружием проще, да? Не слушать, не думать. Просто нажать. Ну, хуй знает. Не, он выглядит как человек, который бы следил за зубами, например. Это точно. И руки чистые у него. Может, тогда до глаз дойдем, его проверим. Это будет следующий день, в принципе. Ну ладно, давай ставим. Знаешь, я раньше ненавидел себя за многое, но потом понял, жизнь не о том, чтобы все исправить. Она о том, чтобы принять себя. Смерть про то же самое. Ладно, бывает, давай. Хотя, нет, КЧСу звонить не надо. Привет, сосед. Видел, что на улице произошло? Подростков убили. Мне казалось, на улице не так опасно, но я ошибался. Дочь уговорила меня выйти на улицу поиграть. И все было хорошо, пока я не заметил тела. Думаю, в ближайшее время это был последний раз, когда я так рисковал с жизнью дочери. Богом клянусь, я себя не прощу, если с ней что-то случится. Она для меня весь мир. Твоя дочь в порядке? Я не знаю. Из-за пожухлой высокой травы она не должна была заметить. Но дома она сказала, что видела чье-то лицо в траве. Ебать. Я пытаюсь убедить ее, что ей показалось, но похоже она считает иначе. И кто их убил? Это то бледное высокое существо. Я думал, оно убивает только тех, кто дома сидит. Я был уверен, что держу ситуацию под контролем. Я думал, что если вдруг увижу хоть что-то похожее на этот силуэт, я сразу же домой. Но я не подумал о телах, которые может увидеть дочь. Будь осторожнее. Спасибо, ты тоже береги себя. Так, ну, надо позвонить. Наверное, стоит заказать сигарет. Мы не можем принять его заказ, как вы недавно делали его, из-за небольшой загрузки. В другой день. А, вот так вот, да?
Ну, то есть у нас денег достаточно. То есть мы о деньгах вообще не думаем. Деньги у нас есть. Просто проблема в том, что нам через день надо это делать. Ладно, спать. Окей. У соседского дома стоит небольшая группа сотрудников КЧС. Интересно, о чем они разговаривают? Может, они берут образцы почвы? Или ищут место для развертывания базы? Надо будет завтра позвонить соседу, узнать, что за херня. На земле лежат сгоревшие дотла тела подростков. Кажется, они пролежали здесь весь день. Двое сотрудников КЧС стоят рядом с телами и что-то записывают. Хорошо, что появились те, кто может убрать тела. Страшно представить, какая зараза может появиться, если гниющие тела не будут убирать с улицы. Это да, причем рядом с нашим домом. За окном стоит группа вооруженных солдат. Видимо, это небольшой отряд, высланный сюда из города для обеспечения безопасности КЧС. До вас долетают лишь обрывки фраз про бледного мужчину с голым торсом. Может, они хотят выследить того жуткого гостя. Привет. Чё надо? Просторный дом. Мне нравится. Мне ничего не надо. Да, понимаю. Слушай, ты дома один? Слушай, котлы у тебя генеральские. А я ж генерал. Не по масти такие котлы. Снимай. Да, я не один. Ну, сегодня тебе повезло. Я слышу, как кто-то шепчется в твоих комнатах. Но кто знает, что будет через несколько дней. Да. О, темщик. Здорово. Видал, что происходит? Ахуй. Как там у тебя по делишкам? И что же происходит? Новые возможности, не видишь, что ли, нихуя? Что-то ноют, все бегают, суетятся, может просто делать от души дела, да и все. Радоваться надо, короче. И что ты предлагаешь? Выживать что еще? Надо мутить схему, пока возможности есть. На солнце-то похуй. Двигаться, понимаешь? Ну чё, погнали. Проходи. О, вот эта тема. Ну все, наконец-то умный человек попался. Мы снова встретились. Я помню, что в прошлый раз было по-другому, но мы живем. Ну, странно, не знаю, как объяснить. Мне хочется начать общение с одной активности. Погадаешь мне, погней, какую страницу открыть? Да, где-нибудь в начале. Мертвый придет и скажет, и ему не поверят. Надо же, это все еще актуально. Хотя сейчас это не удивительно. Ты сам-то веришь в это? Не совсем. Лучше смотреть на это как на совет, чтобы не забыть что-то сделать или обратить внимание. Пока не думал над этим. Мне пришло в голову знание. Скоро придет персона с котом. Тебе важно впустить их в дом. Не могу пока сказать зачем, но так должно стать проще. Пока я должен уйти. Обдумать твой выбор из книги. Окей. Видимо, больше никого не будет. Добрый день, в эфире новости. КЧС принял новые меры для разрешения ситуации с гостями. Организованы карантинные зоны для людей с потенциальным опасным статусом. Также КЧС выявил новый признак гостя в результате экспериментов с задержанными. Кроваво-красные глаза.
По нашим данным, КЧС выявили этот признак в результате обследования задержанных гостей. Существа получают травмы глаза, последствия которых у них появляется воспаленная краснота и повышенная чувствительность к свету. На этом все. Сохраняйте спокойствие, не покидайте дома в дневное время. Далее репортаж про КЧС, но сперва небольшая реклама. Давным-давно два брата жили неподалеку от плотины. Льющаяся вода навевала мысли о холодных пенных напитках. И когда два брата выросли вместе, они основали пивоварню «Бобер». И пиво «Бобер» черный стал одним из самых нежеланных алкогольных напитков на полках магазина и барах. Пиво «Бобер» черный, пейте много, пейте, вкусно. Теперь в ассортименте доставки Forest. Звоните по номеру. Окей. Что за организация, для чего ее основали? Комитет чрезвычайной ситуации недавно сформирована специальная служба, созданная для ослабления возникшего кризиса. Они помогут решить проблему с нашествием гостей. Точно неизвестно, что именно предпримет комитет. Но можно с уверенностью сказать, что наша судьба в надежных руках. Поскольку комитет состоит из экспертов на разных областях, включая заслуженных ученых. Привет, ебаный волшебник. Да, прикольно. Помните, что помогая КЧС, вы помогаете в борьбе с гостями. Окей. Добрый день, дорогие слушатели, в эфире передачи «Я хочу верить». Здесь мы раскрываем тайны заговора правительства. Сегодня мы расскажем всю правду про гостей. А в гостях у нас уважаемый сотрудник НИИ, доктор наук. Погодите, что? Он не придет? Как это у него украли все документы? Там же килотонны информации. Проклятие, я знал, что нам не позволят вещать правду. Мать их.
трубку. Так. Привет, Кирилл. Здравствуйте, Кирилл Андреевич. Так, ну... Тут никого. Ну, этого мы не трогаем. Хотя... Покажи-ка глаза свои. А. Окей, окей. Ты всегда был таким? Знаешь, не, я совсем не всегда был таким. Раньше я злился на все, на людей, на обстоятельства, даже на себя. Мог разозлиться из-за пустяка, бросить колкость или хлопнуть дверью так, что трещины шли. Но в какой-то момент понял, злость только разрушает. Сначала тебя изнутри, потом все вокруг. Я однажды вспылил на человека, который хотел помочь мне, и его и больше нет с нами. После этого я понял, что нужно учиться держать себя в руках, иначе можно разрушить все вокруг. Вот так я пришел к спокойствию, учился отпускать, принимать, дышать глубже. Окей. Зайчик, ну чё киснешь? Как далеко идти? Моя солнышко не очень хорошо ориентируется на этой местности. Если нам не помогут, то, наверное, дня 2. Пока найдем дорогу, пока ошибемся пару раз. Но если нас подвезут, вообще прекрасно. За пару часов доедем. А почему Пришли бабки идти? за 3 минуты вывел. А, класс. Четко. Ой, я завтра этим займусь, скорее всего. А по какому курсу вывел? А почему решили идти к матери именно сейчас? Мало ли что с ней могло произойти. Телефон ее матери отключили уже несколько дней. Не можно дозвониться. 83.3. Надо проверить. Может, ей помочь? Помощь нужна? А ночи стали короче. Страшновато. Немного ходить по улице. Но ничего. Мы все равно проведем твою мать до... Проведаем твою мать, да, слушка? Хе-хе, ну че, ёпта? И кем ты работал до катаклизма? О, рад, что ты спросил. Ты что-нибудь слышал про ставки на спорт? Ну, слышал. Вот этим я и зарабатывал. Мутить темки со ставками вообще было как нехер делать, ёпта, отвечаю. Первый раз, когда выводил, там 3 человека. Там есть почувствовали схемки, счёт, как а облапошить щас просто букмекеров. быстро выводится. О. Ставишь на особую команду, ждешь, пока бабочка вернется. А если денег нет, то это вообще не проблема. Зарядил кого-нибудь, да и все. И сколько ты заработал? Ну как бы сказать. Заработал 30, сука, лямов. Долгов, правда. Ну ничего, долги меня не ебут. Да и тем более сейчас у меня на них кристально похуй. Считай, опасности в глаза смотрят, сука. Так.
Глаза. Ну-ка, через ткнорм вроде пока кошелек выводить. Ага. У меня глаза в последнее время чешутся. Как думаешь, от солнца или чё? Зрачок странный. Но он относительно нормальный. Да, блядь. Это болячка какая-нибудь. Ну ладно. Чуть-чуть маму попаду. Да. Мы не такие, да? Так, ну... Может у него... Ладно, сейчас погоди. Осмотримся. Чисто осмотримся. Так, сосед. Привет, сосед. Спасибо, что позвонил. Честно говоря, я в шоке от происходящего. Убийство солдата КЧС. Последним вечером вообще приходили ко мне на порог. Они спрашивали про людей в моем доме, затем записали себе что-то в планшет, и сотрудник КЧС просто забрал одного из моих людей в моем доме. И кого они забрали? Куда они забрали твоего жильца? Черт их знает, говорят на проверку. Я думал, что с приходом солдат с комитета по чрезвычайным ситуациям все наладится. Похоже, зря я надеялся, что они помогут разобраться в ситуации или заберут нас в безопасное место. Ну хорошо, что они забрали твою дочь. Черт с два я им это позволю, только через мой труп. Если сукины дети хотя бы тронут ее, то я от них ничего не оставлю. Кто такие КЧС? Не знаю, о них почти ничего не известно. Возникли из ниоткуда, делают вид, что все под контролем. Как, например, они выявили признаки? Почему признаки совсем не отличаются от простых человеческих? Мне кажется, что они что-то нам не договаривают. Угу. Окей, береги себя. Спасибо. Никогда не думал, что вокруг нас будет происходить настоящий хаос. Солнце, гость, теперь еще и КЧС. Столько вопросов и ни черта ответов. Сосед, у меня одна тебе просьба. Прошу, если со мной что случится, пообещай, что позаботишься о моей дочери. Ну, обещаю. Большое тебе спасибо, сосед. Я знал, что могу на тебя положиться. Ладно, мне пора. Сил тебе. Ну, давай позвоним сюда. А? Бля. Номера. Это соседа. Это доставка еды. Это комитет чрезвычайных ситуаций. Здравствуйте, это компания доставки еды Forest. К сожалению, мы не можем принять... Да ладно, серьезно? Опять? Пойдем. Так, ну, я хочу проверить. Ну, они вроде ровные. Вот этого чувака. Глаз у него нормальный. А что насчет зубов? Хоба, зубы-то я могу. Не братюник делал зубы. Ему выбили, прикинь, все зубы нахуй. Показать надо еще. Да, белющий. Норм, да? Ладно. Ну, короче, с ними все ясно. Вроде нормальные. Вроде ровные. У соседки дом, что недавно покрасил белое, сгорел дотла, и теперь весь черный. Похоже, пожар утих совсем недавно. Неужели кто-то поджег его намеренно? Что произошло с соседской семьей? Выжил ли кто-нибудь? Голову переполнили тревожные мысли. И вас охватило чувство непонимания и беспомощности. Бледный жуткий мужчина стоит на дороге и улыбается. У него в руке чья-то оторванная голова в каске. Этого голова солдата, застывший на лице гримасы ужаса. Интересно, чего он больше испугался, бледного гостя или неминуемой кончины?
У тебя Весь там отряд солдат, сосед который был сгорел. здесь вчера, мертв. Здесь была настоящая бойня. Тела разбросаны по всей улице, и у из тела отсутствует голова. Неужели всех убил тот бледный жуткий незнакомец? Доброй ночи. Я из бригады КЧС. Обходим ваш район. Почему тебе можно доверять? Я могу показать удостоверение. К тому же гости редко ходят группами, даже почти никогда. Как ты будешь нам помогать? Первым делом мы соберем данные и отправим их руководству. Дальше вырабатывают алгоритм действий. Вам сейчас нужно просто сохранять спокойствие. И что дальше? Я возьму одного человека. Мы соберем анализы, чтобы убедиться, что человеком, который прожил в этом районе, все хорошо. И проверим, человек ли он, конечно. Не нужно собираться. Это ваш дом. Тогда не надо. Оставайтесь с жильцами, с другими жильцами. Если нужно будет эвакуироваться, мы сообщим. Теперь забираем одного человека, мы пойдем. Блин, у меня лицо такое недовольное. Ну, блядь, такой. Всего доброго. Как тебя? ГР-71 пришел из портала. Сейчас, подождите. Как тебе новая жизнь? Удалось приспособиться? Чего я спрашиваю, если тут живешь? Выглядишь необычным. Ты заметил? Спасибо. Нравится? Не часто это говорят, особенно в последнее время. Ты немногословен. Расскажи о себе. У меня почти не получается устраивать отношения с людьми, и что дальше? Я надеялся, что мой отец умрет. Опа-на. Олд Пердун, здорово. Ну... Я не хочу. Возможно, после тебе полегчает, но я не могу заставить тебя раскрыться. Могу дать тебе другое, на что согласиться очень немногие. Сейчас из-за происходящего все думают только о конце мира. Но даже самым одиноким в такую минуту нужно особое внимание. Впусти меня, и ты почувствуешь кое-что другое. Ну это ебать какой байт. Она очевидно гость. Вертихвостка, блин. Да. Как вы думаете, куда нам пойдет? На кухню? Или куда-нибудь еще? Непонятно. Так, в гостиной никого нет. На кухне уже 2 человек. Ну, вряд ли она пойдет на кухню. И даже если она гость и пойдет на кухню, то там 2 человек. Ну, я не думаю, что она может напасть на 2 людей сразу. Да какой уж там 2, 3 людей сразу. Да вряд ли. Ну ладно. Похуй. Проходи. Давай попробуем уйти от всех ужасов жизни вместе. Вдруг мы сможем даже отвлечься на что-то интересное, чем паранойя и бесконечная жалость к себе. Да, ребята. О, здрасте. Пустите меня. У тебя истерика? Я не знаю, что мне делать, люди. Убили папу. Кто это сделал? Почему это сделали? Я не знаю, они спокойно сидели с папой на кухне, потому что сделали, потом подожгли дом, потому что я признала. Проходи. Я не место не это зверя пора, бля, я не хочу, там вроде папа сидел, он мне рассказывал, как хочу папе. Блять, как она заебала, бля.
Семейная пара ей Ты так мешает. вульгарно озвучиваешь девочку хыхы. Да пиздец. Ну там семейная пара. Ну ладно. Бля, ну семейная пара, так не хочется их выгонять. Ну ладно, это все-таки ребенок. Да она рипнется 100%, если я Она выгоняю. дочка соседа. Да, да. Баба, бабочка. Привет. Здорово, блядь. Ты дверь откроешь, а? Чё тебе надо? Ящик пива, тумбочка, окорок. Не знаю, что хочешь, то и дай. Дверь открываешь, нет. Мне сказали сюда идти, я иду. Как ты мой дом нашла? Город видишь, я там жила. Твой дом увидела и пришла. А у тебя не жарко. Тебя кто-то послал сюда? Я не знаю. Какая разница? Я не верю, что ты человек. Ну и что? Станцевать тебе? Может, станцую? Я балетка. Давай уже решайся, что дело. Бля, а нет? Танцуй. Я бы сказал, танцуй. Ну, проходи давай, похуй. Нечего женщину оставлять мерзнуть на улице, молодой человек. И кота не мучай. Ясно. О! Ха! Лол. Пахнет смертью, кого-то убили. В связи с ростом числа граждан, признаком гостя КЧС приняли новые меры. С сегодняшнего дня во всех больших городах вводится карантинный режим. Запрещено покидать города, ближайшие поселения. Просим воздержаться от поездок за пределы нашего населенного пункта. Кроме того, КЧС озвучили новый признак – подмышки без волос. Сообщает, КЧС признак связан с тем, что у гостей нет волосяного покрова на этом месте. Комитет просит граждан отнести с пониманием к проверкам, сопровождающим карантинные зоны. На этом все. Сохраняйте спокойствие. Не покидайте дома в дневное время. Далее репортаж о том, что делать, если вы обнаружили гостя. Сука, она явно убила кого-то. Да, котик? Что такое? Как тебе здесь? Довольно уютно. Даже удивительно, что для таких условий, как сейчас. Спасибо, что впустил. Я боялась, что могу оказаться на улице перед рассветом. Как ты себя чувствуешь? Тревожно. Я понимаю. Сейчас такое время, что уже невозможно строить планы дальше, чем на... хотя бы на месяц 4. Не знаю, что убьет раньше, солнце, сумасшедшие или гость. Но человечество, уж тем более Земля, пережили уже не одну катастрофу. Я думаю, наша последняя останется на планете. Кто-то найдет следы нашей жизни. Все будет хорошо. Проверим. Чувствуешь ли ты сам страх, что обнаружишь перед собой человека? Взгляд очень многое может сказать о чувстве человека. Ха. Она человек? Нифига себе. Но очень странные глаза, радужные. Как думаешь, что мне на уме сейчас? У КЧС есть предположение, что феномен гостей имеет инфекционную природу или другую биологическую угрозу. Поэтому необходимо сука. А прикиньте, она была бы гостем. А я только что с ней типа переспал, блин. Ебать. Если у вас есть возможность сдать гостя в карантинную зону, сразу выдайте ему специальные требования в явке КЧС. При следующих обходах сотрудник заберет человека с этой бумагой на обследование. На этом все. Бля, темщика убили.
Расскажи, что случилось. Я не знаю. Папочка. Это понятно, но, бля, это что такое, нахуй? Так, блядь. То есть ты, сука, убила? То есть они, если зайдут в дом, то в любой комнате могут убить человека? Кот здесь тебе чего? Зачем ты здесь? Какой-то тупой вопрос. Ты впустил? Спрашивайся, зачем нужно? Нет, все равно где бы. Я сказал, там сказал. Глаза, бля. Нахуй пошла. Так, окей. Так, теперь у меня тупо семья какая-то буквально. Ну типа... У меня есть дочка. Жена. Практически. Да пиздец. Подвал. Так, тут ничего. День защиты детей. Ура! 5-й день. Ага. А, блин, радио забыл. О, вот, мяу. Погладить. Вы протягиваете руку, гладите кота. Трудно понять, нравится ли ему это или нет. Взять на руки. Так. Вы чувствуете себя одиноко? Не с кем поговорить и тревогу чувствуете? Тогда телефонная рулетка то, что вам нужно. Звоните прямо сейчас по номеру 891-533, и мы подберем для вас идеального собеседника. Кот, конечно, угашенный какой-то. Да. Да, прикольно. Вы смотрите на руины соседского дома. От него остались лишь призрачные силуэты, хотя только недавно здесь жила вполне счастливая семья. Странное чувство охватывает вас, словно вы знали, что это произойдет. Будто чувствовали, что смерть заглянет в этот дом совсем скоро. Я когда играл, думал, это северное сияние, а это по идее дым. Дым? Да нет, это северное сияние. Да это не дым. Вообще не выглядит как дым. Ты правильно подумал, это северное сияние. Вы увидите кол, на который насажен череп в маске. На черепе осталось немного черной обгоревшей кожи, а зубы, похоже, кто-то вырвал. Голова простояла здесь весь день. Вот эта мрачная экспозиция выглядит как угроза. Наверняка оставлена чем жутким бледным гостем. Да, бля. Сотрудник КЧС осматривает место на недавней бойне. Они забирают все снаряжение и оружие у мертвых солдат, чтобы оно не досталось мародерам. Наверное, рассчитывали, что бледный гость не переживет стычку с толпой вооруженных людей. Теперь мешков с трупами на пару больше. Блять.
Доброй ночи. Мы из бригады сейчас проводим обследование нашего района. Не переживайте, это ненадолго. Когда вернут нашего человека? А прошлое обследование? Результат слишком неоднозначный. Чтобы лучше изучить влияние солнца, нам нужно взять кого-то из вашего дома. Мне эти исследования не интересны. Вы не поняли, мы не даем выбора. Бля, они забрали ее. Они по-любому ее забирают. Всегда, походу. Если у вас нет возможности сдать карантинную зону, сразу выдайте ему специальный тревожный час. А у меня только одна баба сидит. А ты все дома сидишь. Как тебе этот костюмчик? Не знаю, как к нему относиться. Нечего и думать. Все за нас решили. Благодать не иначе. Или хочется самому все исправить? Я не смогу ничего сделать. Это мне как раз известно. А что ты сделаешь против стихийных бедствий? Против беды из космоса? Против смерти? Слушай, один ли ты дома? Надеюсь, вертихвостка — человек. Я не один. Все пытаешься наладить жизнь? Зачем? Миром правят собаки, и здесь останутся только собаки. Ты же понимаешь, что как раньше уже не будет. Жизнь поменялась, и ты за новым ритмом не успеваешь. Следующая наша встреча будет интереснее. Да, наш человек, я проверял. Отлично, код у тебя. С тем, кто тебе его принес, сам решай, что делать. Да, уже решил. Зачем ты просил впустить кого-то с котом? Это позволяет тебе приблизиться к очень мощной сущности. Благодаря сущности я могу взглянуть дальше куда угодно. Дальше кого угодно, но даже мне не видно все. А уставший он какой-то. Ну да. Но я вижу точно, что скоро произойдет очень плохое. Ты ничего не сможешь сделать, чтобы это остановить. Интересно, расскажете ли об этом по радио? Послушаешь? Что случится? Что мне с этим делать? Ничего, я сказал лишнего. Но дальше тебе стоит никого не проверять 2 дня. Вообще никого. Ничего. Ни у кого. Я смогу тебе подсказывать дальше, если ты будешь идти навстречу этим условиям. Может сделать тебя счастливее, или хотя бы оставишь все в прошлом. Надеюсь, увидимся через несколько дней. Ну да. Хей! Дома есть кто читать? Кого-то ищешь? Да никого не ищу, мне нужно просто где-то спастись. Повыгонять целые районы, а куда никто не знает. Повыгоняли целый район, а куда никто не знает. Бегаю теперь в шоке, ищу где жить. Почему вас выгнали? Сказать, что на наш дом большой солнечный удар или что-то такое пришелся. Желтый комбезон, нас повыгоняли, кого-то схватили, вывезли нас на исследование. Кого-то отпустили. Иди нахуй. Анцена желтым не открывай. Ты в целом дверь больше не открывай. Ха-ха-ха-ха. Я сюда приду своих, поможем тебе спастись. Что с тобой? Хорошо, он не может тут ведь он. И что с тобой делать? Собеседник просто молча стоит, смотрит в глаза. Мне кажется, замечать слезы на его щеках. Но это слишком интересно. Проходи. Кто-то в окна бьется. Что за нахуй? В окна стучат. Он на Петра Первого похож немного был испуганного и с зашитым ртом.
Внимание, срочные новости. Солнце наносит ответный удар, в лесах бушуют массовые пожары. Эксперты полагают, что причиной возгорания является аномальная солнечная активность. Пока трудно Я, оценить кажется, масштаб знаю, кто происходящего, звучит, однако но пожарные спойлерить не бригады хочу. близлежащих Ошибаться городов уже направлены к очагам возгорания. Несмотря на пожары, гости продолжают терроризировать население. КЧ сообщили о новом признаке гостей. Снимок на фотопленку ауры. Если вы обнаружите странные темные пятна на снимке, это явный признак того, что перед вами гость. На этом все. Сохраняйте спокойствие. Не покидайте дома. Далее реклама. С каждым днем все труднее найти гостя. Признаки хорошо... Так. Да, котик, что такое? Ночью я видел что-то странное. О чем ты? У тебя вырос живот. В плане, как будто я беременна. Ничего страшного, хорошо, что ты сказал о своих переживаниях. Я думаю, тебе так показалось, потому что ты боишься сейчас нести ответственность за других. Я это понимаю, во время, где каждый день может оказаться последним, очень сложно не то что за других отвечать. Ну, сам не знаешь, останешься или жить. Не, вряд ли дело в этом. Хорошо. Но в любом случае за тебя переживаю, прислушайся к своим эмоциям, хорошо? Не важно, что ты чувствовал себя хорошо, потому что мы живем под одной крышей. Меня очень напугает, если ты поедешь крышу. Извини за каламбур. Тебе понравилась шутка? Шутка? Давайте я сфоткаю. Прости, но это не вызывает у меня ничего, кроме утомления. Да, я быстро разберемся, будем заниматься своими делами. Нормально. Даже на улице не помеха, когда в руках есть энержека, освежающий энергетику, удаляющую жажду быстрее, эффективнее воды. Теперь в ассортименте Forest. Ладно. Говорит диспетчер, проверьте, что случилось в карантинной зоне код 51. Докладывает о взрывах в 3 часа ночи. Сотрудник 32-8 докладывает. Код 60. Множество жертв среди гражданских сотрудников убиты. Доклад сотрудник 28-8, код 451. Нужна бригада для создания трупов. Подпишись на таверну. Интенсируется код 984. Здесь игровые новости. Город взят на оцепление. До выяснения обстоятельств выжидать подкрепление. Блин. Так и хочется сохраниться. Никого нету. Ну что, отрезал нитки сорта? Так, как будто бы это надо переводить. Это эльфийский. Эльфийский. Ща, подожди. Т. Н. Точнее. Е. Е. Эт. И. Это. Р. Ф.
Ки... Ки... О... Сайт есть для перевода таких текстов, мало ли. М. О. О. Что? Так, нейросеть. Тут прям подкидывает интересные вещи. Сейчас до конца напечатает. Ёпта, бля, вы видите это? Сейчас, подождите. Вот что происходит сейчас. Понимаете, как он прикольно все это раскладывает? Мне зашли рот просто потому, что меня не понял. И- Круто. Охереть, он думает жестко. Думает и думает, думает и думает. Так. Круто. Просто потому понял. Чувак, зайди на сайт обычный по переводу неправильной раскладки, а то это вообще до третьего пришествия будет работать. Э, Мне зашли рот просто потому, что меня не понял. Ты что, не понимаешь? А какой сайт-то? П-п-п-п-п.
Не знаю, как YouTube к ссылкам относится. Да и тебя не моментально забанят, господи. Просто чуть позже. Да скинь просто, что ты переживаешь. Я вроде бы сделал настройки, чтобы скидывали ссылки. Ай-ка, посмат кусается еще. Че? Посмотри. Тебе меня, не меня. Да нет. Перевод английской. Раскладки на русскую. Раскладки.нет. О боже, это так тупо нахуй. То есть ты мне предлагаешь это просто в текст записывать. То есть... Просто охуенный сайт. В Яндекс.Браузере есть функция. Перевод текста документа. Ты про это? Прям скачать надо? Ты можешь с фото текст брать. А, в Яндекс.Браузере. Блин. Да мне скачивать его надо. Это долго. Ладно, что там сказала? Я тебя не понял, что с тобой случилось. Я тебя не понял, что с тобой... В смысле, блядь? Ладно. Давай глазам. Чё все такие зеленоглазые? Нихуя себе. Солнце, солнце. Фото. Нормально. А, мне ж проверять нельзя было, кстати. Ебать. А? Косики. Это косика вот так вот находите вот.
центральная косика, нет? Да потому что это такая вот порода. Ладно, пойдем спать. Типа вот это вот живот, больше слов. Ладно. Так. Вы видите, как Едрин женщина батон, плачет он на растет. мужем. Отсюда не видно, жив он или уже мертв. Вся в слезах она пытается тащить его массивное тело подальше от выстрелов. В голове крутятся мысли, то ли еще будет. Кстати, там погреб появился, ты заметил? Ну да, я заходил. Тропинка вдоль поля усеяна телами, пытавшихся убежать людей. Недалеко от места бойни стоит ее виновник, сотрудник КЧС. В руках он держит автомат, из зола которого еще идет дым. Убиватор. Блин, разлегся, сука. Блочит меня. В панике люди бросаются к домам поблизости. Они бьют по дверям, пытаясь воззваться хозяев. Но, кажется, никто не собирается пускать их, боясь навлечь на себя проблемы. Здравствуй, мой дорогой друг. Ты меня знаешь? Конечно знаю, Мицелий рассказал, кто такой. Нелегким был его язык, но я наконец-то в нем разобрался. Так что слушай меня внимательно, у меня есть так много времени, что проводится. Не понимаю. Не переживай, пока ты мало что поймешь, но запомни, нам нужно остановить фестиваль грибов. Во что бы то ни стало. У меня есть что поможет нам обоим многообещанный учебник для улыбок. Что еще за учебник улыбок? Это самая ценная книга на свете, она подскажет тебе, что нужно делать. Боюсь, я поздновато будет почитать ее целиком, она огромная. На это просто не хватит времени, поэтому я урвал не только самое важное страницы 8 минут. Ладно, дай сюда. Хорошо, посмотри страницу на досуге. Теперь мне пора. Жди меня в момент, когда ты сделаешь все, что написано в странице. Хорошо тебе дня. Здоровья, счастья, побольше улыбок и дорогой друг. Нормально. Только один человек. Пиздец. Реально? Только один человек? What the fuck? Внимание, срочные новости. Из последнего города по сообщениям с порядках на улице. Из-за невыясненных обстоятельств город находится в оцеплении КЧС. Просим вас оставаться в своих домах. Позднее КЧС выступит с новыми указаниями. Сотрудничая с комитетом, вы помогаете борьбе с костями. На этом все. Оставайтесь на местах и ждите новых указаний. Далее репортаж, кто такие гости. Кто ж такие гости? Люди с того света, гости под земли? Да, это не фантастический роман или заголовок желтой прессы. Это действительность, с которой приходится мириться. В народе же ходят разные версии об истинной природе гостей. Инопланетяне, восставшие мертвецы, существа из лаборатории. Как сообщает КЧС, лишь слухи. По мнению комитета, гость — это человек, вошедший в контакт с вирусом или другой биологической угрозой. До конца неизвестно, как именно она передается, но КЧС обстоятельно просит обращать внимание на симптомы гостей. Понятно.
Даже трудягам иногда нужна передышка. И сигаретам Маргора вы можете вдохнуть любого полной груди, расслабиться. Сигарет для насыщенных мужчин. Компания несет ответственность за ущерб, нанесенный жизни и здоровью потребителя. Звонить по номеру. Ладно. Так, сейчас поболтаем. Телефонная рулетка. Ладно, давайте сразу Форест позвоним. Блять. Доставка еды. Что хотите заказать? Сигарета. Окей. Ну, давайте соседу попробуем позвонить. Вряд ли, конечно, кто-то возьмет, но... Да, телефонную рулетку. Здравствуйте, позвоните телефонную рулетку. Сейчас мы подберем для вас идеального собеседника. Ожидайте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне надо кому-то выговориться. Столько всего произошло в последнее время. Я пытался связаться со своими друзьями, знакомыми, но никто не отвечает. А потому я узнал про телефонную рулетку. Возможно, не лучшее место для изливания душ, но лучше, чем ничего. Я понимаю, что непривально грузить неизвестного человека своими проблемами, но вы не представляете, как поможете мне простыми разговором. Так я буду чувствовать себя гораздо спокойнее. Вы не против послушать меня? Да, хорошо. Спасибо вам огромное, спасибо. Думаю, что нам было бы проще. Я могу что-нибудь о себе рассказать. Что вы хотели узнать? Где вы живете? К сожалению, я очень далеко от дома. Я очень далеко от дома. В попытке избежать от огненной жары я искал место, где холоднее всего. Поэтому я почти на краю света. Здесь ужасно холодный климат, пробирающий до костей, а трава почти не растет. Почти безопасный клочок земли у черта на рогах. Но раз даже в аду на 9-м кругу есть холодное место, значит, все не так уж и плохо. Забавно. Раньше я терпеть не могла холод, а сейчас он самая настоящая благодать для меня. Очень хочется верить, что солнце перестанет гореть так сильно и все закончится. Но я почти перестала верить в хороший исход. Что будет, когда солнце закончит жечь нас? Ведь гости могут куда ни пропасть, заменить наших друзей из близких. А мы даже не узнаем об этом. Почему вы отправились одна? Я не хотел улетать одна, но на самом деле мой лучший друг хотел полететь со мной, но не смог. Чё? Он так сокрушался об этом, жалел, что не сделал их раньше, хотел помочь ему, но не знала. Так это мы читали. Даже не знаю. Не переживайте, нет ничего страшного в том, чтобы сказать себе. Я одинокий человек. У меня были сложные отношения с отцом. И однажды я перестал быть для него сыном. Проклятый дом. Это так. Окей. Так. Погодите-ка, у меня только одна женщина осталась. Я это правильно понимаю? А. Это чел. Как с собой разговаривать будем? Блин, опять.
Ай. Последний. А то onu ıskattırayım. Да. Не. Ох, где? Да. Olarak. Ого. Видно, да? Oğdur. Başla. Oğdur. Pol. Кригелетер. Я шепела, а я упала. Басма.
Что он сказал? У меня последнее тело село, то лежало глубоко на дне. В следующий раз без дипсинг попробуй. Он очень долго думает. Я думаю, нейронка и без него сможет разгадать загадку. Ты пытаешься что-то спросить? Ну, давай. Попробуем без дипфинка. Что-то случилось? Здравствуйте. Здравствуйте. Здраво. Угадайте, что я пью? Утиный суп. Утиный. Несколько раз пробовал утку, но утиного супа никогда. Бутербродс. Я точно видел то живое. Что происходит? Ты меня пугаешь. Ты веришь, что я точно видел кто-то ночью? Почему ты меня разбудил? То есть страх умереть или нести кого-то за кого-то ответственность только увеличивается? А ты из-за меня или кто-то еще тревожит твой разум? Не еби мозги. Ты говорил о своем оценке конденсатор. Не понимаю эту тему, поэтому ничего не знаю. Но сейчас у меня появилось столько ощущение, что ты его копия. Тебя отпугает? Пугает, ты не можешь нравиться от него. Она во всех отношениях нормальная.
пообедал, хотя, наверное, пора 2 часа дня уже. Конечно, пообедать. Что-нибудь вкусненькое. Батона там с маслом или с майонезом, с вареным колбасой или с копченой. Будет охуенно. Обязательно подогрей еще. Если вы мне слышите, не приближайтесь к окраинам города. Сотрудники ЧС стреляют по всем, кто пытается выбраться отсюда. Я не знаю, что происходит. Я просто хочу уйти отсюда. Кто-нибудь помогите. И умер. Люблю делать горячие бутерброды, легко и вкусно. Можно еще помидор туда положить. О, ну это вообще классно. Это вообще хорошо. Так, давай-ка я это закину. Нейросеть. Интересно, что скажет. Чё тупишь? Да, дипфинк нужен. Вообще пиздец. Thank you for following Div 0 RM и Dave Новый фолловер Дейв 0 Роме. Даров. Большое спасибо. Петр Тикс, здорово. Окей. Руки покажи. Он плохо текст обработал, просто запятые увидел каким-то образом. Но... кровь. Ладно. Полон энергии. Хорошо поспал вчера на стриме. Да. Yes. Зубы. Тебе нравится? А, я уже смотрел. Да, живот растет, блядь, что за нахуй? И шея как-то странно изогнута. Ёбаный стыд. И рядом с развалием соседского дома стоит группа выселенных людей. Они шокированы, что-то обсуждают. Скорее всего, не хотят укрыться в сгоревшем доме соседа. Не осталось ли в мире хоть одно место, где никто не найдет ни причин, ни На тропе стоит вооруженный автоматом мужчина. Он выглядит совершенно безумно. Его куртка уж вся увешана вырванными зубами, глазами и чем-то еще. Сложно взглядеть из окна. Вдруг он убивает не ради защиты, а вдруг ради забавы и трофеев. Как бы то ни было, вы надеетесь, что не останется...
что не станет для него врагом. На столбе висит повешенный человек с табличкой «Вы забрали у меня все». Может, его обокрали или КЧ забрали всех его родных. К сожалению, воров мысленно не даст вам ответ на этот вопрос. Можно лишь только строить догадки. Здравствуйте, доставку еды Forest. Как ты стал курьером? Прошел тесты, меня по всем признакам посчитали человеком и... Ну ты про то, как так сложилось, что я стал курьером. Ну а что мне? Засесть дома и тосковать, как большинство людей? В работе я хотя бы забыться могу и не думать о происходящем пиздеце. К тому же все родня не здесь. Я не местный, приехал сюда учиться в университете, так что я здесь один. Одному быть не так уж и плохо. Да, конечно. У тебя там куча народа дома, тебе легко говорить. Ладно, ты вроде как заказ должен забрать, возьмешь его? Сигареты. Хорошей ночи. Кей-поп. Привет, красиво у вас тут. Даже тише, чем в городе. Там такой шум, суета. Надеюсь, можно будет остаться у тебя? Чего дома не сидится? Чувствую себя очень плохо. Дело не только в гангрене. Каждый день думаю, наступит ли завтра. Такую боль надо пить только залпом. Меня бросает в пот от суеты, которая сейчас в городе. Там все ищут, как спастись. Здесь уже хуже. Здесь уже все приготовились к очевидному. Мне бы хотелось умереть тут. Медленно, без спешки, насладиться моментом. Давай отрежем руку. Ты думаешь, это поможет против запущенного заражения крови? Нет, я так не хочу. Мне почему-то кажется, что все тут готово встретить неизбежно. Поэтому меня сюда так потянуло. Я хочу спокойно стать частью самого красивого мира. Ну проходи, блядь. У тебя действительно тише, чем где-либо. Не знаю, сколько ты разделяешь мои взгляды на красоту, но ты же не выбрасываешь тела. Сохрани мое, когда придет время. Странно. Ай, бля, ебать, депутат нахуй. Здорово. Жесть, что творится, видал? О, спасибо за 500 рублей. Дейв 0 РМ задонатил 500 рублей и говорит: здравствуй, тезка. Хорошего стрима. Большое спасибо. От души. Жесть, что творится, видал? Какое же это общество? Скрылось зверье вокруг. Наконец никто не притворяется. Это тот самый Наливкин. Похож на Наливкина, да. А ты из этого зверя? Да, мы все это самое зверье. Будешь долго отрицать, тебя живьем сожжут. Костей не оставят. Теперь новый порядок. Что сильнее, тот и прав. Кто говорит, что он не из таких людей, завтра уже будет мертв. Сколько домов ты сменил? Я нигде не был долго. Но повсюду вижу хаос, страх, закрывать глаза людям на очень многие вещи. У тебя еще порядок. Это интересно. Я посмотрел, как ты его держишь. Давай. Разумное решение. Сила теперь управляет жизнью. И ты либо принимаешь это, либо получаешь проблемы. О, привет. Впустишь, приятель? Кто ты? Я пожарный. Попал под солнечный свет, пока тушили леса днем. Завеса из дым помогает не сгореть живьем. Но все равно страшно. Деревья горели как спички. Никогда не видел ничего подобного. Тлеющие тела животных лежали по всему лесу. Что собираешься делать? Я бы хотел тушить лес дальше. Лучше я там погибну, а не ребята.
Но мне четко дали понять, что с меня хватит. Домой я уже не доберусь, транспорт больше не ходит. Придется надеяться на людскую доброту. Проходи. Спасибо тебе, приятель. Думаю, я недолго задержусь тебе. Хоть не на сырой земле придется убирать. Нам перед тем, как отправиться тушить пожар, дали на работе эту бумажку. Хотели, чтобы мы явились в карантинную зону КЧС. Только вот, кто туда пойдет, если там все гибнут? Мне не все равно, больше не нужна, держи. Можешь не выбросить и воспользоваться еще как-нибудь. Короче, надо бабе дать карантинную вот эту вот. Ну, бля, она странная. У нее живот растет, шея как-то странная, вывернута. Не, конечно, каждый вечер секс это хорошо, но, блядь, нахуй надо. Стремно это. Бля, кого-то убили. Ты просто боишься признаться себе в этом, котик. Добрый день, в эфире новости. Бля, за что мне дали ачивку вообще? 12%. Добрый день, в эфире новости. Лал-лал-лал. Важное сообщение. Стали известны новые подробности о событиях в городе. Одна из карантинных зон подверглась атаке неизвестного вооруженного человека. Доподлинно неизвестна причина диверсии, а также имел ли стрелок сообщников. В результате происшествия на свободу вырвались люди с неизвестным статусом. Тишина – признак смерти. Страшно опустошающая тишина. Но страшнее пустоты звон. Звон похоронных колоколов. От колоколов, что растет в ушах, остается только серо-грязные мысли. Ей живут гости. Гости пытаются в паутине мыслей. Колокола для них громче, серы больше. Для репортажа по временной приставке в утилизации тел. Вау! Ёбаный рот. Вау. Сегодняшнее событие вызвало массу теорий, произошедших показаний очевидцев разнес. Сообщений как в одиноком стрелке, как и в группе вооруженных людей. Но самая большая трудность ждет нас впереди. Из-за того, что город оцеплен, утилизация тела в ближайшее время временно приостановлена. Однако регулярный обход домов граждан продолжится без изменений. Если у вас есть возможность сжечь останки, незамедлительно сделайте это. В противном случае дождитесь регулирования ситуации, сдайте тела позже. На этом все, оставайтесь с нами. Ебать. Стоят. А? Луна, да. Он в гостиной.
Тебе Блядь. еще несколько раз ребенка надо найти. В смысле? Ребенка найти? Окно другой комнаты. Раньше там экономили электричество, чтобы окно из окна другой комнаты сюда проходило. Лол. С той стороны. Ты за занавеской первого нашел. Где какой-то вопрос ко мне? Ребенка в игре на Виолин Лалкс. Да, у меня в жизни ребенков много. Почему ты считаешь людей зверьми? А мы не хищники, по-твоему? Бырпах. Кислое, пиздец. Убиваем скот, потом едим это мясо. Насилие, что... Насилие... Насилие — часть нашей природы. На общество сковало нас рамками приличия. К счастью, все возвращается на круги своя. Ты рад происходящему? Я рад только тому, что люди перестали скрывать свое нутро за масками. Но появившиеся овцы в волчьих шкурах все портят. Нацепили на себя шубу, прячутся, пытаются подражать человеческой натуре. Прячутся на земле как трусы. Лучше бы устроили нормальную схватку вместо игры в кошки-мышки. Но раз ты сам смог собрать вокруг себя стаю, значит наловчился ты вычислять овец в волчьих шкурах. Считаешь, что стая лучше социума? А ты в этом сомневаешься? Вот подумай, в социуме вы днями напролет не могли бы вычислить овцу в волчьей шкуре. Вы просто запутались и не могли бы общим решением сделать то, что нужно. Поэтому нужен вожак, его авторитет неоспорим. Он берет всю ответственность на себя. Вожаку надо проявлять силу, только так Аккуратней стая. с ним, а он вообще псих. Продолжим существование. Уши. Фото. Не люблю фотографироваться. Если потом эти фотографии окажутся на мусорном ведре, мне придется принять меры. Ты понимаешь? Ну, вроде окей. Дай сюда, выкину сам. Черт, как-то жарко. Как твое самочувствие? Кажется, все еще хуже, чем я думал. Проклятие. Чувствую, я не протяну здесь больше недели. Правда, знаешь, мне греет душу, что ты решил впустить меня. Спасибо. Но я сижу здесь, пока остальные ребята умирают. Я мог бы быть вместо них. Мне уже все равно. Нечего терять, ведь и так умру. Фото. Да, конечно, сейчас получится лесной обугленный труп, как всегда. Пятно. Нравится? Ну подожди. Дай глаза. Это от дыма, приятель. Да он человек, он просто обгорел, я уверен. Только не спойлери, бля. И почему ты уверен? Обоснуй.
Не, ну вообще от дыма, конечно, может быть такое. Да просто, бля. Ладно, хуй с тобой. Блять, я его не проверил. Так, бля. Давно я не курил. Последний раз, когда все уехали, наверное. О, нифига, у меня вся энергия восстановилась. Кайф. Какая умиротворяющая тишина. Как рука. Я уже какое-то время ничего в ней не чувствую. Хотя постоянно больно и знобит. Хочу, ну хотя так должно быть. Хочу оттянуть самый прекрасный момент. Мне нравилась одна девушка. Очень нравилось проводить с ней время. Мы молчали, но я будто понимал ее и без слов. Мне пришло осознание тогда. Я вру сам себе, что понимал ее. Думаю, мне просто хотелось бы в это верить. Надеюсь, однажды я ее пойму по-настоящему. На, проверьте. Все, что во мне есть, давно стало историей. Да, хорошо. Типа это его рука. Но обгоревший у меня никогда гостем не был. Не знаю, может, повезло, конечно. Ну что, как я вышел? Или точнее, что там увидел? Так. О, давай. Глаза. Одно лишь воспоминание о ее глазах наводит на меня. Прости, ты хотел увидеть мои глаза? Говорят, у тех, кто много плачет, свет становится глубже. Но я давно не плачу. Я больше не ищу ее образ. Смириться самое сложное, но необходимое. Дай мне уйти самостоятельно. Прибереги патроны. Я иду к тебе. Мистер Гость, идешь нахуй. Ну я 100% гостя убил. Бля. Гриб. Положу его в холодильник, чтобы хотя бы я... Это странно. Very, very strange shit. Он же его не скушает, да, если я нажму. Сука. Радио. Это не те люди, что напали на карантинную зону. Я видел, что там было. Это не человек. Один человек разъебал всю карантинную зону.
Зубы. Нормально. Желтые зубы. Кайф. Ничего себе продукт, плейсмент. И Борисова. Да-да-да. Лол. В чужой шкуре увидеть очень странный сон. %40. Девушки не то больше. Надо позвонить соседу. What the fuck? Чего? А девушку блин? куда дел? Так, походу, она умерла. Мне пизда. Здравствуйте. Нам нужно взять еще людей. Чем скорее, тем лучше. Возвращайте прошлых людей. Не ставьте условия. Вы не в том положении. Каждый пытается нам помешать. И посмотри, к чему это привело. Пришлось уничтожить очаг распространения гостей. Ведь там был мой дом. И сколько это будет еще продолжаться? Мы еще изучаем вопрос, не лезьте. Сейчас сложно сказать. Нужны новые люди для контроля ситуации. Если будете меньше пререкаться, может скоро все и закончится. Мне снова нужно дать вам кого-то. Да, на этот раз нужно двое. О, я в такой пизде, блядь. Если за ним придет этот, сука, мудак бледный, я труп. Скоро все наладится. Нет, с меня хватит. Твою мать. Хорошо, вам нравится зрелище позади меня? Это потому, что упертые долбоебы мешают нам работать. Если вы будете сопротивляться, взрыв продолжится. Нам не безразличен этот город. Просто дайте людей. У вас никого нет? Нелегко же вам. И нам. Как проверить квартал, если нет людей? О, что? У меня нет людей вообще? Да. Твой дом подходит. Я прям чувствую это. Мой дом подходит только мне. О, это правда. А вокруг одна только смерть. Кого-то сожгли, кого-то вытащили из укрытия, убили. Ты полюбился смерти. А ты выглядишь как сектант какой-то. А может и так, я не против. Это мой саван. Когда умираешь, не надо искать во что завернуть умершего. Мы не верим в какое спасение, кроме того, что принесет сама смерть. Она уже рядом, мы лишь поможем ей даровать всем покой. И что ты хочешь? Нам нужно совершить ритуал погребения по-новому. Мы чувствуем, что твой дом идеально для этого подходит. Здесь влияние смерти высоко. Что у тебя происходит вообще? В любом случае, пожалуйста, впусти моих людей и охраняй их, пока они делают свои задачи. Они должны выжить. Я не горю желанием заботиться о ком-либо. Тогда сможет случиться так, что ты все же загоришься. Ты прыгли за моими людьми и помни, умрет один, от твоего дома ничего не останется. Прости, я знаю, что это неприятно, но по-другому своих целей не добиться.
Я тогда всех их пристреляю. Ты ж не думаешь, что это все, кто у нас есть? Придут другие. Пока вы будете спать, все зальют бензином, подожгут. Даже если и выживете, то вы потеряете дом. Куда бежать? Одним словом, подержи моих людей у себя. Скорее всего, это ненадолго. Особняком держишься от остальных? Нихуя. Хорошо, больше шансов выжить. Если ты не гость, конечно. А ты сам кто? Я приехал навести порядок. Проблемы в моих корях я уже решил. А остальное тебя волновать не должно. Металл для порядка у тебя как раз в руках? Мне нравится, как ты это сказал. Да, это метла. Я могу убирать грязь руками, но вот от этого пользы больше. Но еще лучше просто запереть отребье в одном доме и сжечь. А кто будет жалеть гостей, сам не лучше них. И долго ты будешь там водить свои порядки? Ну так чего пришел? Подожди. Свои вопросы ты задавал, теперь я хочу поговорить. Расскажи, что тут происходит, с кем мне надо быть осторожнее. Полуголый гость раскошел небольшой отряд военных. Один? Полуголый? То есть без брони? Вот это интересно. Ты его даже видел? Думаю, видел. Вряд ли ты из тех пустозвонов, что услышали сплетню и тут же ее разносят. Заинтриговал. Я приду позже. О! Я уж думал, дома никого нет. Так тихо у вас ночью. Здравствуйте, могу выйти? Вы следили за домом? Ха-ха, нет, конечно. Это когда в наполненном доме нет таких звуков ночью. Что-то забывается в алкоголе и орет. Кто-то орет от боли и изжогов. Кто-то просто орет от невыносимой тоски. Кто вы? Я оперировал людей в больницах, хирург. В нашей больнице не хватало людей, потому я много чего еще не делал. Но не входил в мои обязанности. А сейчас больницы больше нет. Теперь я просто хожу, помогая кому могу. Если пустишь, я расскажу, что произошло с больницей. Челла. Здорово, Гудзон. Проходите. Надеюсь, смогу кому-то помочь. Ну окей. Ну вот эта хуйня странно, конечно. Чё это все двери? Где-то было написано, что ты с похмелья, что ли? Ну типа того. Ему мне показалось. Да. Вчера же трезвый был. А, ты ВК посмотрел? Ясно. Но я не заметил ничего такого. Никого не осталось. Это из-за сна? КЧС помогает Лично пострадавшим себя от вел. атаки на карантинную зону. Ну так я всегда себя веду хорошо. В связи с заполненностью других карантинных зон комитет принял следующее решение. Поместить эвакуированных жителей из городов в здания неподалеку от города. К счастью, жильцы пошли на контакт с Не КЧС. всегда на ЮНРЛе. Представь свой дом. Однако найдена только часть беглецов с подозрительным статусом. КЧС дала новый признак, чтобы их можно было отыскать. Кровь на деснах. Бля. Пришел с прогулки топчик «Золотая осень». А у нас зима. Гости не только скрываются среди нас, но и влияют на умы людей. По нашей информации, в городах появляются культисты неизвестных нам конфессий. Они обвиняют в следующем. Жертвоприношение, поклонение неизвестному богу и возможное сотрудничество с гостями. По последним данным, они выступают против действий КЧС. Раньше все ограничивалось лишь словами и призывами, но теперь они пришли к действиям.
Возможно, именно этот культ несет ответственность за произошедшее в городе. Просим вас остерегаться нововеров и не вступать с ними в контакт. При подозрении в пособничестве к сектантам сотрудники сейчас могут арестовать вас. На этом все. Говорят, выселены из домов. Если КЧС вас выселили так же, как и нас, мы находимся в уцелевшем подвале сожженного дома. Это недалеко от дома отшельника. Это мой дом? У нас есть совсем немного еды, скоро мы начнем голодать. Если вы можете поделиться едой, это очень поможет нам. Ёпт. Эй, кто вы? Заблудшие души, такие же, как и все люди на этом грешной земле. Мы жаждем мира, спокойствия, мы знаем, как этого постичь. Смерть. Почему человек боится ее? Дело в неизвестности или в наказании, которое навязали нам религии. Мы тысячелетиями искали смысл жизни, и все оказалось очень-очень просто. Смерть — это наше предназначение, а мы ее последователи. На твоем лице испуг, ты боишься? Верно подметили, домовладелец. В отличие от моих братьев по вере, я все еще борюсь со страхом. Меня терзает сомнение, что уже там за гранью жизни, но что-то похоже. Наш наставник учит нас, что это не рай, не ад, это нечто иное, но у меня в голове не укладывается. Если даже наставник сам не до конца знает, что же такое смерть, сможет ли когда-либо постичь ее? Вдруг прикосновения к ней недостаточно, и она непостижима вовсе. Но я не смею поспаривать волю нашего наставника, ибо в глазах его я вижу уверенность и знание. Он просто носит преисполняется веры и решимости быть готовыми. Только так у нас получится пересечь реки мертвых и горы костей, что скрывает землю, прийти к ней смерти. Вы надолго ко мне? Не переживай, домовладелец, с нами не будет проблем. Мы очень не ценим твое гостеприимство, не хотим тебя гневать. Ты и так многое делаешь для нас. Мы будем сидеть в этой комнате тихо молиться. Нам надо отдохнуть перед тем, как переселяться. Ведь путь наш будет долгим, непростым. Ну, ясно. О, что это было? Ребенка нашел. А? Что? Грибы, да. Вот тут нашел грибы. Да-да. А что произошло с больницами? О, это был настоящий кошмар.
Толпы людей ринулись в больницу, и как все это началось, каждый хотел проверить, не гость ли он. Мы пытались объяснить им, что сами не знаем наверняка, как это проверять, но люди не слушали нас, продолжая устраивать давку, это мешало лечить действительно больных. В конце концов появилась КЧС, а они посчитали, что толпа людей нарушает эпидемиологическую обстановку. В итоге на всех направили на карантинные зоны, а больницы просто закрыли. Уход КЧС лишили вас работы? По правде говоря, после закрытия больницы я пришел работать в карантинную зону КЧС. Для чего вы пошли туда? Я хотел продолжать помогать людям, это мое призвание. Я не мог просто так отказаться от этого. Может быть... Нет, извините, пока не готов рассказать вам. Так, проверим тебя. Хорошо, без проблем. Ну, выглядит как человек, вполне нормально. Ну, давай глаза. Нихуя. Я хуже из-за этого вижу. Казалось бы, два зрачка в одном глазу, как удобно, но увы. Интересно. Ну, это такая мутация. Он человек, но, видимо, такая редкая штука есть. Блин, погоди-ка, а если спросить, как это дерьмо называется? Бывает ли у человека сдвоенный зрачок на одном глазу? Я у Дипсикача сейчас спрошу. Я Моя серчу. борьба. Здорово, енот. Сейчас, погоди. Фаскинейтинг, аномалия глаз. Нет, у человека не бывает двух полностью функциональных разделенных зрачков. Поликория. Так, подождите. Это реально или нет? Вот с серчем давайте поищем. Нет, у человека не бывает двух полноценных функциональных зрачков на одном глазу при привычном понимании. Погодите, это реально... Однако существуют врожденные аномалии, которые могут внешне напоминать сдвоенный зрачок. Поликария настоящая. Это состояние, при котором в радужной оболочке есть два или более отверстия. Важный нюанс. Для настоящей поликарии необходимо, чтобы каждое отверстие имело свой собственный сфинктер. Мышцу. Чего? Истинно поликария, когда оба зрачка реагируют на свет. Чрезвычайно редкое врожденное заболевание. Почти все случаи, которые можно видеть, на самом деле являются псевдополикарией. Псевдополикария ложная. Это гораздо Бывает более... больше два зрачков на одном глазу, не путать с Шаринганом. Это гораздо более распространенное явление. Что это? В радужке есть дополнительные отверстия или дефекты, которые выглядят как зрачки, но не являются функциональными. У этих отверстий нет своего сфинктера. Они не реагируют на свет и не меняют размер. Это просто дырки в радужке, возникшие из-за неправильного развития травмы или операции. Колобома радужки. Это врожденный дефект, при котором радужные оболочки отсутствуют, из-за чего зрачок приобретает форму замочной скважины,
Капли или груши при определенных... А, нихуя. Я такую хуйню видел в игре. Не в жизни. Ну, то есть, там был еще один такой человек, у которого была такая тема. Ну, вообще, как будто бы реально. То есть, поликория, да? Ну, это мега редкое явление. Окей. Чё в подвале? Ни хрена. Окей, пойдем. Блин, жалко женщина. Теперь со мной никто не лежит. Ладно. А, я не проверил, что там. Вооруженный охотник на гостей держит группу выживших на прицеле. Наверное, он наткнулся на этих людей совершенно случайно. Слышны лишь обрывки фраз, и обезумевший стрелок что-то кричит. Кто сможет выжить в этом новом мире? Похоже на эти ребята. Не эти ребята. Я забыл им позвонить, кстати. Вооруженный сотрудник честно над телами собак. Один сотрудник что-то записывает на планшет. Но хватит ли пара человек, чтобы для отстрела озверевших от голода животных? Очень навряд ли. Двое кочевников стоят перед фонарным столбом и задумчиво смотрят на повешенного. Похоже, у них наконец дошли руки до главных достопримечательностей до округи. Они выглядят как два бестолковых детектива, что пытается выяснить, как повешенный вообще забрался на столб без лестницы. Да. Не, я подозреваю, как это можно было бы сделать. О, привет, юноша. Неужели ты не выполнил мою просьбу? Неужели ты не понял намеков? Страницы учебника улыбок. Значит, я попросту трачу свое время. Прощай. В смысле, блядь? Здрасте. Я не могу вас пожить немного. Приехал сюда к моему мужу, и он по работе перевели. Хотел сделать сюрприз, повидать его. Похож на персонажа из игры Хэттерд на Йоланд. Да, похож, ага. Но, к счастью, на его на работе не могу предоставить мне жилье. Кем работает ваш муж? А это я вам с гордостью отвечу в КЧС. Когда узнал, его перевели в КЧС, я предлагал счастье. Вот я хотел сделать вам сюрприз, пришлось аж такси заказать. Денежек, ну уж очень много с меня содрал таксист проклятый. Кем ваш муж работал раньше? Я так тебе сказал, зачем тебе это знать-то? Какая разница, сейчас он работает в КЧС? А вот бы женщин тоже брали. Несправедливо, вот чем я хуже мужа? Я ж на таможне работала раньше. У меня тоже нюху подозрительных личностей выработался. Я считаю чепуху все это, что КЧС не женская работа. Ну проходи. Вот это дело. Нечего тут поубиваем всех гостей, сразу заживем как прежде. Мудак. Чувствуешь? Перемены тебя преследуют. Я тоже. Вот отдельному человеку перестало умирать. Ведь у него лишь только слово. Но какое? Понимаешь, о ком я? Интересно вокруг тебя творится.
Я этого не чувствую. Тяжело тебе. Видимо, нужно помочь. Мы с тобой попробуем новые правила. Если у тебя дома будет хотя бы 2 моих человека, ты откроешь мне дверь. Потому что теперь тела населяют собаки. Ты можешь прийти позже. Конечно, я уже ухожу. Но сначала мы проверим наше новое правило. Ты один дома? Я не один. Надо же. Даже моих линий не так уж и много. О. Значит, его людей меньше, чем 2. Значит, культисты, возможно, не гости. Доктор точно не гость. Ну, баба может быть гость. Что говорит о вас, запертых в своих домах? Перемена еще не самое жуткое, что тебя ждет. Ты же не думаешь, что я тут главный какой-то? Есть силы и повыше меня. Я только исполняю эту волю. Ну, до встречи. Да. О-хо-хо-хо. Да. Кто это к нам подкатил? Здорово. Давно не виделись. Как жизнь? Мы знакомы? Как это? Ты что, не помнишь меня? Да мы же это... ебались. Погоди-ка, у тебя другой голос. А, давно здесь сменился хозяин? Этот дом всегда принадлежал моей семье. Да не, ну чё ты? Я не мог ошибиться, память у меня никогда не подводит. Мой приятель точно живет, вернее, жил здесь. Слушай, я такой путь проделал. Можешь, ну, пожалуйста, пустить к себе? Ну а? Проходи. Вот это дело. Погоняем мы тебя дома, да? Бля. Нихуя. Это чё? Виджелинг? Тебе что-нибудь снится? Особо ничего. Где Вот. выбор заезжий на Йолвин-Лалкс? Ну, и так со многими. Кто-то не видит сны даже при высокой температуре. Интересно, что солнце так влияет на людей или что еще? А ты сам сны видишь? Сложно сказать. Я уж 6-й день не сплю вообще. Если бы спал, может что-то и приснилось бы. Проходи, наверное. Спасибо, попробуй поспать, но скорее всего не получится. Здорово. Загадочная игра какая-то. Привет, Мюзикрафт. Ну типа. Если у других в этом доме будут сны, тоже хорошо. Хорошо, хорошо. Что-то я слишком много людей впустил. Да, кто-то кого-то убили. Добрый день, в эфире новости. Ситуация в городе понемногу стабилизируется, но беглецы все еще на свободе. Тем временем утилизация тел на улицах города возобновляется, однако появились новые трудности. На последним данным по улицам бродит стая бездомных собак. Кабу. Абам. КЧ сообщили, что выслал отряд для решения этой проблемы. Также комитет сообщил новые признаки потенциально опасных граждан. Раздражение на коже. Следствие все еще не может установить точное описание происшествия в городе. Все еще не ясно, были ли у них нападавшие сообщники. Однако нет сомнений, что КЧС регулирует ситуацию, как и нашествие гостей. Ага. Не слишком ли страшная игра для ребенка? Привет, Помар. Или он с тобой тоже в первый Не раз слишком ли такое страшная проходит? игра для ребенка, если с тобой уже первый раз такой проходит? Да, частенько проходит. Это бывалый человек. Тебе страшно? Тебе страшно? Нет?
Да? Это Ветеран игровой. Вот так вот. Прикольно. Удачного Ну, стрима. ну все. Оставайтесь на местах и ждите дальнейших указаний. Далее репортаж про обстановку стран экваториального пояса. Неприятные новости приходят с жарких стран. Сильные пожары, испепеляющее солнце, засуха свирепствуют в странах экваториального пояса. Судя по последним сообщениям, жара там настолько сильная, что при прикосновении к земле можно получить ожог третьей степени. Количество жертв на данный момент неизвестно. Эвакуация нам представляется невозможной. Правительство нашей страны не может взяться за представлять с представителями пострадавших государств. Однако, как только ситуация регулируется, туда будут направлены сотрудники КЧС для помощи в устранении последствий. На этом все. Оставайтесь с нами. Ну и хорошо. Спасибо, помощь. Не прикольно. Суки, они убили одного из культистов. И чё теперь? Мне ж хана. Дом с историей. Когда мне станет самый шиш, смотреть или нет в эту коробку. Уже 15 лет решаю. И что-то как-то сложно решиться. Не, да? Окей. Нормально. Так, говоришь, ты работала на таможне? Да, это правда. Слушай, а ты уже проверял признаки гостей? Блин, ну масло масляное, честное слово. Кто вообще придумал называть этих нелюдей гостями? Назвали бы их как-то более очевидно. Интересно, снято известный гостям. Удалось поспать? Да не, но я пытался особо заснуть. Надеюсь, тут кто-то видит сны, вот и все. Но пока никто не рассказывает про свои сны. Может, на вид мой ушей доверие, но она потом расскажет. Кстати, я уже не сплю уже долго. Почему глаза не краснеют? Эх, жизнь моя, жестянка. Кого ты искал? Да, другу моего с детства знакомого, у него травма случилась. Его наняли в горах добывать что-то там. Торжество на экране. Привет, Гога. Что за торжество на экране? Вот что за хрень? What the fuck? Привет, ах, стыкаем всякое лал. Ну типа хз. Ура! Ура, Россия! Давай, давай! Сам ты не разбирайся, мне похер. Но вот он спину сорвал себе, работал на горе так усердно, что чеки приняли его спип. Жопу, короче. Они приняли его жопу за гнездо. Извини, мне просто много голоса в голове. Анекдот смешной еще рассказали.
кого-то. Так, ну кто-то явно... Всем, кто меня слышит, хочу пытаться глушить связь в городе, чтобы избежать утечки информации. Они хотят, чтобы все события в городе оставались засекреченными. Пытаются все свалить на того психа, который завалил всех в карантинной зоне. Если вы в городе, выбирайтесь отсюда, здесь небезопасно. Пытаются убить вас. Бегите отсюда как можно скорее. Ладно. Релакс. Вы снова нашли ребенка. Но что он там делает? Он ест собаку? Нет, он, кажется, прильнул к ее груди. Вы застряли на месте и не можете пошевелиться. Почему не идет к своей матери? Была ли эта женщина вообще беременна? Пока вы думали, вид из окна пропал. Опустился туман. Блять, что за бред? Сегодня не до этого? Чего? Вы чувствуете что-то присутствие. Вдовы видели ребенка, но дело не в нем. Что-то все время смотрит на вас сквозь эту пугающую пелену. Туман поглощает звук. Вы не слышите ничего. Вокруг будто разложили вату. Похоже, люди о чем-то перешептываются. Вы окликиваете их, они тут же замирают. Встреча с ними хороший знак? Или они предвестники катастрофы? В их руках шевелится ребенок. Это дитя уже не сможет принести ничего хорошего в мир. Наверное. Оно наше спасение или проклятие? Вы мечетесь и не знаете, что делать. Трое резко дернут ребенка в разные стороны. Вы поднимаете ружье, стреляете, не целясь, в кого попадете. Нихера. Что происходит? Зачем все разделились, как черт знает что? Из тумана поступает все больше людей. Ты пророк, неужели ты не понял? Ты обличаешь наш мир в грехах. Ты спасешь нас. Ребенок привел бы нас к царству чего-то ужасного. Такому никто не готов. Но ты ведешь, здесь наступит настоящий рай. И ты поможешь нам спасти все. А слов дама, вы это сохранили. О чем вообще говорит? К чему это привело?
Но они убили ребенка. Неизвестно, что сделать с вами. Вы подмечаете, как у кого-то в толпе блеснули гвозди в руках. В городе произойдет что-то очень нехорошее. Нихуя. Я прошел игру. А роковой ребенок. Найти предвестника новой эры. 4.8. Редкое достижение. Ну, мы прошли игру. Да, мы прошли игру. Вот так вот. Другой играть-то. Вот хорошо. Да? Ты посмотри. Ну ты посмотри, конечно. Это вот так вот. Вот типа посмотреть. Дальше посмотрим, что мы можем поиграть. Человек котенка. Я даже не знаю во что. Я хз. Но я думал было поиграть что-нибудь иное. Ну, точнее, другой хоррор. Чё ты, Кайс? Барон Тейсера. Ауг бэкслэш.
Аук. Новый статус. Прошли ноу, I'm not a human. Теперь чилим. И кто будет участвовать в ауке? Никого нету, понимаешь? Никого нету. Были бы люди. Еще был бы смысл, но нет людей. Так. Могу предложить следующее, что поиграть сейчас. Ну, самую низко оцененную игру. Хотя нет. Это на потом. Могу голосовать за Ninja Gaiden 2 Black. Да. Да. Кто бы сомневался. Так. Блин, даже не знаю. Чё б такого поиграть. Да не во что. Ну, сейчас, на данный момент. Ну, будет странно, например, если бы я запустил там, ну, Counter-Strike или там Робокопа. Да, согласен. Также, нифига себе, обновление у Silksong есть. Что там произошло? Что там происходит? Ну, правда, обновление какое-то маленькое. Да, вот это прикольно. Блин, хочу вернуться к Silksong, правда, ну, вот прям. Yes. Yes, 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 yes. Хочу вернуться к Silksong. Так, есть Disco Elysium, который я не играл ни разу. Severed Steel. Можно... Это что за дерьмо? Кто это? Новый перс появился опять. Бля, это что за... Это типа Соджорн, что ли? Ёбаный рот. Страшный пипец. Fantasy General. Ну, это халявные игры какие-то, которые я брал. Ну, хуй знает. Borderlands. Frogpunk. Мертвая игра. Hunt. Вот эта игра тоже мертвее мертвого. Интересно, она будет вообще существовать потом? Почему папа не говорит? Ну, потому что играть пока нечего на стриме. Ну, вот типа, у нас же все-таки... Как бы тебя забайтить на Ninja Gaiden? Да вот надо бы как-то забайтить, согласен. А, вот сердцебиение в Таиланде. Блин, вот это вот же игра огонь. Гляньте. Выглядит как игра мечта, не? Вам так не кажется? Угарная хуйня, походу. Игра про Таиланд. Так ты же семьянин. Чем я похож? Ну да.
Ну я же не собираюсь, то типа, ну, реально ебаться с кем-то. А? Ты мне похож Не похож-то. На кого? на Николет. Ну, на игру не похоже, да? Да. Похоже на кино. Согласен. Так. Ну... Devil May Cry. Вот что нам нужно, мне кажется. Вам так не кажется? А мне так кажется. 11 гигабайт всего. Тынц, 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 тынц. А потом после Devil May Cry Да, кстати. можно залететь в этот Ninja Gaiden. Пам-пара-па-па-па-па-па. Ту-ту-ру-ту-ту. Отличная идея. А на следующий день такой: да нахуй. Русского языка нет, да? Ну, А пока грузиться, придется... можно посмотреть видос про НГ-2 от Квена. Что за НГ-2? А, Ninja Gaiden? Да не. Я буду офать. Ну что, сейчас, типа, смысл играть что-либо. В общем, до завтра или послезавтра я пойду спать. А если найду Русик, то окей. Будет классно. Если нет, то придется каждую часть Devil May Cry скачивать на русском языке. Что будет ебано, но окей. Ну. Ладно. Ну, я не знаю, правда. Я мог бы сейчас просто там поиграть в PUBG, Counter-Strike, Deep Rock Galactic или там Arena Breakout. Но это будет выглядеть довольно-таки сильно странно, поэтому не стану этого делать. Вот и все. Все. Всем спасибо, кто был. Спасибо за 500 рублей. Деформей. Спасибо. И всем остальным, кто был здесь. Спасибо за общение, за присутствие, что смотрели меня. Тоже большое спасибо. Все. Всем спасибо. И всем пока. Но я не знаю, может быть, I'm Not Human стоит перепроходить, нет? Но он, конечно, заточен на то, чтобы его играть по нескольку раз, там прочее, но... Не знаю, даже это странное дерьмо. Не хочется как-то... Причем я взял почти самое редкое